празднуем День поэзии, но Римма Никитишна тоже одна из уважаемых людей в нашем городе, и она пишет в прозе, но тем не менее это такая актуальная, очень живая тема, что не затронуть эту тему просто невозможно. И у меня вопрос к вам, Римма Никитишна. Вот что вас подвигло написать эту книгу? Почему именно о войне? Почему тема войны? Там не только тема войны. Ну, во-первых, Наташа вот хорошо сказала, что она из Тверской области. Вот. А мой дед погиб именно там, под Оржевом. Да. Вот мы туда периодически ездим. Я благодарна, вот она сказала, рядом с хорошими людьми часто пришлось ей быть. Я тоже хочу это сказать. Слава Богу, мне 64 года, я могу этим гордиться. И я все эти 64 года живу среди хороших людей. Я очень люблю и умею слушать. Тем более пришлось в редакции работать. Там опять-таки повезло встречаться с хорошими людьми, которые умели рассказывать о себе, а я умела слушать. Это в основном жизнь тех, кто меня окружал все эти годы. У меня еще есть доработки, и еще новые, и замыслы есть новые. Как Римма Казакова сказала, я поэзию люблю, преклоняюсь пред теми, кто пишет стихами из первых книг, которых позабыть не смею, училась думать напрямик и по-другому не умею. Вот так вот эти вот прямые слова и прямые мои герои, они жили среди нас всех, то есть вот на этой земле, рядом с нами. И вот их биографии и, как говорится, и прошли в эту книгу, в эти рассказы. Там не только, там и любовь есть, и отношение к религии есть, как к мусульманской, так и к христианской. Поэзию, как говорится, мы с детства начинаем и понимать, с детства в нее входим, буквально с детского сада, и учим стихи, правда, я сразу на другое перехожу. Вот она говорит, до 16 лет писала, да? У меня до 16 лет не получилось. Это не секрет. Эта поэзия, она дана влюбленным людям. Влюбленным. Вот эта весна, это вот отношения, они вливаются, вот эти строчки тогда, когда, может быть, все, уже проза не идет. Здесь только могут стихотворные строчки появляться. Но, видимо, вот у меня как раз вот где-то в 17-18 этот период завершился. И больше у меня, но он никак не возвращается. Где-то в 9-10 классах у меня учительница русского языка и литературы была Саня Сибгатуловна. Когда мы встречаемся, она всегда говорит, вот Рим, я писала стихами сочинения, буквально чуть не тетрадками. Вот у меня вот тогда было вот это вот какой-то божественный какой-то толчок. Ну вот, видимо, вот этот период завершился благополучно. И вот все остальное, я бы не сказала, что там нет вот этой лирики. Она есть, эта лирика, даже в той повести вот «Береза белая». Там чистые, хорошие, любовные отношения. Просто они не идут стихотворные строчки. Я знаю, что на Сварске среди моих знакомых хорошо умеют писать, но они не показывают, не читают. И где-то чего-то хранят, это как большое сокровище у себя под подушкой. Я точно знаю, что они варские есть. Я бы очень хотела, чтобы вот эти стихи немножко вот вытаскивать из этих домашних закромов, чтобы они были доступны всем остальным арчанам.
Вот. Нас, русскоговорящих и русскопишущих, в Аське, в общем-то, не так много. И как-то очень бы хотелось, чтобы мы не вымерли, как мамонты. Чтобы вот наше общество, люди, которые здесь живут, которые даже пусть хотя бы каждый вот в свое свободное время прочитает хотя бы одно стихотворение, он и то вольется вот в эту большую планету, которая называется поэзия. Сильва Капутикян писала: «Друг мой, любишь ты только радугу, 7 цветов над кровлей дома, ленту из шелка радугу. Но, смеясь цветной лазури, друг мой, запомни надолго, только после грозы и радуги улыбается радуга». Спасибо.